Всем ассаламу алейкум и сянмесес и просто здравствуйте. С вами Ренат Хабибуллин и татары сквозь время. Задачей нашего первого выпуска было понять, с кем мы имеем дело, когда говорим о татарах. Мы вкратце узнали о разнообразии татарского этноса, выяснили, как выглядят татары внешне, познакомились с тем, откуда произошел язык современных татар. Также мы условились, что когда будем говорить о татарах в рамках передачи «Татары сквозь время», мы будем иметь в виду, как правило, татар Волго-Уральского региона астраханских и сибирских татар. Двигаться же мы будем в ключе так называемой тюрко-татарской теории происхождения татар. На раннесредневековом, именно на раннесредневековом этапе формирования этногенеза татар связывают с такими государствами, как Тюркский каганат, Великая Болгария, Хазарский каганат, Волжская Булгария, а также народы Кыпчаки и Емеки. Поэтому разговор наш, видимо, логично будет начать с тюрков евразийских степей. Всплеск этнополитической активности тюркских племен пришелся на эпоху великого переселения народов. Это как раз то самое время во второй половине первого тысячелетия новой эры, когда в Европу стали наведываться гунны, уничтожать государства и покорять народы. В это время тюркские и угорские группы были сдвинуты движением племен. Тогда же на обширных просторах Евразии стали формироваться единые этнокультурные и этнополитические традиции. Именно в то время произошло формирование тех особенностей, которые принято относить к тюркам и в той или иной степени присущи всем тюркским племенам. Именно тогда сформировалась культура кочевого и полукочевого скотоводства. Появились оптимальные формы хозяйственной деятельности, родились традиции семейных взаимоотношений, торговли, одежды, украшений. Тогда же была выработана система письма и государственная традиция, мифологема, идеи сакральности власти и прочее. Это очень важный этап в истории татар по той простой причине, что именно в этой эпохе находятся истоки основных этнокультурных и этнополитических компонентов татарского этноса. Вкратце об быте тюрков можно сказать следующее. Основным занятием тюрков было кочевое скотоводство, а также охота на травоядных животных, которая носила характер облавы ввиду многочисленности стад зверей. Основной пищей тюрков было мясо, любимым напитком – кумыс. Одежда и шатры шились из шкур животных. Тюрки также изготавливали войлок и шерстяные ткани. Основным видом скота были овцы и лошади. Основной экономической единицей была парная семья. Тюрки освоили промышленную добычу железа, и развитие металлургии позволило тюркским ханам перевооружить свою армию. Зимовали они на окраинах таких рек, как Или, Шу, Талас и Сырдарьи. Вообще о тюрках рассказывает легенда, которая сохранилась в китайских исторических хрониках Джоушу. В той легенде рассказывается о тюркском племени, представители которого жили на болоте. Соседнее племя истребило тюрок, но спасся мальчик, который был сильно ранен. Спастись мальчику помогла волчица, которая выкормила его и стала впоследствии его женой. Странный союз дал потомство 10 мальчиков, одного из которых назвали Ашина. Именно Ашина создаст, согласно легенде, новое племя и даст ему свое имя. Впоследствии Ашина стала династийным именем тюркских каганов. В VI веке тюрки Ашина создали свое государство – Тюрк-Эль, или, как его обычно называют, тюркский каганат. В 560 году тюркский каганат включается в мировую систему отношений с такими государствами, как Византия, Иран и Китай. В 571 году Каган по имени Истами перенес военные действия на Волгу, завоевал Северный Кавказ и вышел к Керченскому проливу, подчинив себе алан, болгар и другие народы Предкавказья. Таким образом, путь к Византии был практически открыт, и интенсивность контактов между государствами сильно возросла. В течение 10 лет страны регулярно обменивались посольствами, каждая из которых сопровождалась торговой миссией. Удивительно то, как тюрки, продолжая быть кочевниками и, по сути, существуя как кочевая империя, сумели организовать жесткую систему власти и крепкую социальную структуру. Государь из Ашина имел титул Кагана,
а его жена имела титул Катун или Хатун. Те, кто говорят по-татарски, наверняка слышат здесь созвучие с татарским хатын, что означает в одном случае женщина, а в другом случае супруга, жена. Кагану в управлении помогал клан его сородичей. В целом же тюрки позиционировали себя правящим слоем, возвышающимся над всеми другими народами степи. В каганате выделялось 4 категории управляющих. Первое – это члены правящего клана. Второе – это правители союзных племен. Третье – это чиновники-администраторы справа от Кагана, а также чиновники-администраторы слева от Кагана. В ближайшее окружение Кагана входила его личная гвардия, именовавшаяся волками. Их знамя украшала золотая волчья голова. Вся территория Каганата была разделена на 3 части. Первая часть – это центр, где, собственно, располагался сам Каган. 2 другими частями, западной и восточной, которые назывались также крыльями, управляли сородичи Кагана из рода Ашина. Крылья также делились на части. Например, в западно-тюркском Каганате Каган разделил территорию на 10 частей. У каждого правителя этой части была стрела из колчана Кагана, что символизировало их власть. Эту территорию даже стали называть 10 стрел. Это традиционное деление страны на части обеспечивало стабильность управления и концентрацию военной мощи в условиях господствующего кочевого скотоводства. Однако постепенно Каганат стал утрачивать свои позиции в плане политического и военного могущества. Уже в 634 году он потерял свои владения к западу от Сырдарьи. Государство вступило в полосу затяжного кризиса, главной причиной которого была борьба за власть между знатью. В 638-м племена Дула из левой части 10 стрел объявили Каганом одного из своих принцев. Началась племенная война, продлившаяся 17 лет, пока вторгшиеся китайские войска не подчинили себе всю восточную часть Каганата. Часть тюрков перешла на имперскую службу, однако для другой части тюрков переселение было не таким уж благоприятным исходом. Это привело к многочисленным восстаниям и мятежам. Один из потомков правящих каганов по имени Кутлук-Чара сумел сплотить тюрков и нанес ряд военных поражений китайским войскам. Это случилось в период с 679 по 681 годы, и уже в 687 году тюрки вторгаются в степи Монголии, подчиняют себе племена Теле во главе с уйгурами. Так возникает новое государство второго тюркского каганата. В честь этого Кутлук-Чара принял новое имя – Эльтариш-Каган и основал новую династию. Здесь же возродилась традиционная структура тюркского государства. Наивысшего расцвета новая держава достигла при Капаган-Кагане, когда тюрки объединили территорию почти всей Центральной Азии. Однако во время вторжения в Среднюю Азию войска тюрков потерпели поражение от арабов. Последовали восстания покоренных племен и междоусобные распри. Все это закончилось с гибелью Капаган-Кагана. В то время на престол взошел Бельге-Каган, и на короткое время власть в степи вернулась под влияние Каганата. Бельге-Каган и его брат Культегин даже заставили китайского императора в 727 году выплачивать им дань. Но вот ряд новых поражений от тюргешев, уйгуров, басмылов и карлуков, и уже в 745 году второй тюркский каганат перестал существовать. На просторах Великой Степи началась новая эпоха тюркских государств. Интересно упомянуть о духовной культуре тюрков. Картина мироздания для тюрков представлялась такой. Вверху голубое небо, внизу бурая земля, а между ними люди, человеческие сыны. Над человеческими сынами династия каганов, поддерживающая и утверждающая государство Эль и закон тюркского народа Тор. Владыкой верхнего мира и верховным божеством тюркского пантеона является Тенгри – небо. Небо, как часть космоса, имело другое название – Кёк. Соответственно, небо как божество – Тенгри. Тенгри распоряжается всем происходящим в мире и прежде всего судьбами людей. Тенгри распределяет сроки жизни, но рождением сынов человеческих ведает Умай, богиня плодородия и новорожденных, олицетворяющая женское начало. Вместе с Тенгри они покровительствуют воинам.
Тюркские каганы получали свое место в мироздании по воле неба. Они были рождены небом и были подобны небу. Бельги-Каган, в частности, титулует себя небоподобный, неборожденный тюркский каган. Таким образом, Тенгри и Умай воплощали божественную пару небесных владык. Как Каган подобен своему образу Тенгри, так и супруга его подобна Умай. Тенгри дарует Каганам мудрость и власть, дает санкции на управление народом, организуя и устраивая его. Здесь же и санкции на наказание согрешивших против его воли. Главным божеством Срединного мира была покровительствующая тюркам священная земля вода. Ее называли Дыкьер-Суп. Именно на ней располагалась священная земля тюрков. По представлениям тюрков, каганы правили не только силой неба, но и силой земли воды. Смертью, согласно представлениям тюрков, ведал грозный бог Эрклик, владыка царства мертвых. Это был важный и очень яркий персонаж тюркского пантеона, разлучающий людей, посылающий к ним вестников смерти. С этим божеством тюрки связывали почитание душ умерших. С ним же связывали погребальные обряды, например, трупосожжение с конем и вещами умершего, устройство надмогильного сооружения, установка в нем изображений покойного и мемориального памятника с описанием его жизни. Вообще каменные изваяния были очень важным элементом в культуре тюркского времени. Среди них выделяются воины с оружием в одной руке и сосудом в другой, фигуры без оружия с сосудом в обеих руках и простые изваяния с личиной. Все типы изваяний отличались по деталям оформления, но идейное содержание их, преследующее цель сохранить облик умершего для совершения определенных поминальных обрядов, идентично. Позднее данный ритуал распространился в Западную Сибирь и Южный Урал, а также в Восточную Европу. Исследователи выявили три основные характеристики, которые объединяют Южную Сибирь и Центральную Азию. Первое – это погребение с конем и инвентарем. Второе – поминальные сооружения и изваяния. И третье – схематические изображения горных козлов. Эта общность и может быть названа алтао-телецкими тюрками. Этнокультурные традиции этих племен оказали впоследствии определяющее влияние на особенности культуры практически всех средневековых кочевых тюркских народов Евразии. В границах этой первой Евразийской империи, в тюркском каганате, были и другие группы, которые также можно отнести к этническим предкам татар. Например, такое этнополитическое объединение татар, как Отус-татары, сформировались в степях Монголии в результате объединения тюркских и монгольских племен. Впервые Отус-татары были упомянуты на надписи на памятнике Культыгину. Это говорит о том, что Отус-татары были подчинены второму тюркскому каганату в период Бумын-кагана. Позднее Отус-татары под давлением Китайской империи распались на несколько союзов, наиболее известным и сильным из которых являлось объединение Токус-татар. В IX веке татары вошли в состав уйгурских княжеств. В X-XII веках различные татарские государства и крупные племенные объединения занимали значительные территории Южной и Восточной Монголии и Северного Китая. Вся территория к востоку от восточно-тюркского каганата получила в мусульманской восточной историографии название Дашт-и-Татар – татарская степь. А термин «татары» закрепился за всем немусульманским населением Монголии. Такова история тюркского каганата, государства, которое оказало значительное влияние на этногенез современных татар на раннесредневековом этапе истории. С вами был Ренат Хабибуллин и «Татары сквозь время». Кстати говоря, не забудьте поставить мощный татарский лайк этому видео. Следите за новыми выпусками и ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Снято?